Более 25 миллионов рублей долгов числится сегодня засебайцами, не уплатившими налоги в срок до 1 декабря 2016 года. За каждый день просрочки взимаются пени, равные 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. А налоговая инспекция направит в ваш адрес требования. Требования – это крайний документ, исполнив который можно решить вопрос в досудебном порядке. Если вы оставите требования без внимания, то налоговая инспекция подготовит пакет документов в суд для принудительного взыскания задолженности за счет недвижимости имущества налогоплательщика. Бывают случаи, когда налогоплательщик не согласен с предъявленными ему требованиями. К примеру, в налоговой службе оказались некорректные базы данных о транспорте, имуществе или земле. Либо человек не заявил о льготе, а может, не получил уведомления. Теперь все эти моменты будут рассматриваться в суде. После вынесения судебного решения у налоговиков есть 3 варианта действий. Отнести его в службу судебных приставов, которые будут взыскивать долг своими установленными законом методами, отправить решение суда по месту работы должника для удержания и зарплаты суммы долга в случае, если она не превышает 25 тысяч рублей. И третий вариант – предъявить решение суда в банк. И эти деньги уже без всяких ограничений будут списаны с расчетного счета. Кстати, этот метод применяется крайне редко. Налоговая инспекция рекомендует, если у вас имеется задолженность по налогам за 2015 и предыдущие года, то в кратчайшие сроки погасить данную задолженность. Если не контролировать свои налоговые обязательства и допускать образование задолженности, впоследствии можно столкнуться с массой проблем. Например, должнику запретят выехать за рубеж, и узнает он об этом только тогда, когда приедет в аэропорт. Решить такую проблему оперативно и без потерь уже не получится. Лиана Кириллова, Гульхамитова, Али Кадыров, телекомпания СТВ.